Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. Здесь делают честные новости. Сами ведущие блока новостей Досмухаммед Динас и Мамед Диас. Ассаламу алейкум, қадірдан көрермелер. Сәлемдік таңға Қазақстан Уйгурлары каналының хабарлық программасыны хавала қылымыз. Назарларыңызға Қазақстан Уйгурларыға мөнәсәбәтлек еңліқларны ұсынмақшымыз. Сәмими хабарлар біздің каналымызда. Хабар бөлімінің жүргізушілері Мамед Диас, Досмухаммед Динас. В городском доме дружбы состоялся круглый стол под названием «Межнациональная гармония. Единство в многообразии», организованный Босынским уйгурским этнокультурным центром города Алматы. Модератором круглого стола выступил Карлин Махпиров. Цель круглого стола – формирование нравственных ориентиров молодежи в современной социокультурной среде. В мероприятии приняли участие члены молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана, руководители молодежных общественных организаций, активисты культурных центров, а также руководители молодежных ресурсов центра. В ближайшее время искусственный интеллект заменит 60% профессий. Но ни один искусственный интеллект не заменит креативное мышление человека. Это вот реальность, с которой сегодня столкнулась не то, что там мы как уйгурская этническая группа. Все человечество столкнулось. Вот по статистике в ближайшее время из искусственного интеллекта 75 миллионов человек останется без работы по всей планете. Это официальная статистика. И поэтому сегодня важно работать с молодежью так, чтобы она вот именно в ногу с тенденциями шла. Поэтому мы разработали такие проекты, как «Молодежь Казахстана. Амбассадор креатива». Тем, как всю вообще молодежь Казахстана обучаем креативному мышлению. В ходе заседания участники обсудили ряд вопросов, касающихся реализации государственной молодежной программы и популяризации позитивного образа молодого гражданина. Призыв к молодежи активно включится в процесс модернизации страны, развитие потенциала Казахстана по разным направлениям деятельности, а также сохранение родного языка, популяризация духовных ценностей и традиций. Кроме того, участники рассказали о собственном пути к успеху, поделились своим опытом с молодежью. В завершении работы круглого стола участники и гости мероприятия поздравили Диара Разиева и выразили напутствие как вновь избранному председателю Совета молодежи при УЭКС города Алматы. Январь күні Құрманғазы намындагы Қазақ Жұмхуриятлік консерваториясы өткен Аида Исаковаға арнаған пианистларның халықаралық фестивальда Ирада Мамут қатнашып, 2 мукапатқа еге болды. Біріншісі Аида Исакованың әсәрінің әң яхшы орындалған намлық диплом və 2-ші дәрежелік лауреат дипломлары белән мукапатланды. В Республиканском доме дружбы города Алматы прошла конференция Совета женщин Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Адал Азамат Елтереге. С приветственным словом выступили председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан Галым Шойкин, председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, член Совета АНК Абдул Халил Дулкунтай. Модератором выступила председатель Совета Ханум Кызлар Пререк Цук Санам Беширова. В рамках конференции прошла выставка национальных блюд уйгурского этноса, презентация книги Эляй Кошыгы, а также награждение активистов этнокультурного центра и представителей Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана города Алматы общественными наградами культурного центра, медалями Сахавят, Хамхор, Михриван Ана, а также благодарственными письмами. В работе конференции приняли участие представители региональных и районных филиалов Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана, Совета матерей этнокультурных объединений города Алматы, научно-творческой интеллигенции, активисты Союза уйгурской молодежи Казахстана, Этносми. Шкимон 24 жылдың 19 январь күні Алматы шәһәрдәге уйгыр халкының хатırысыдагы фаҗиалык вакыясы геноцид курбанларының хатırысы күнегә багышлап чара тәдбир үткәрелде. Именно через семью. Был бы он один, он, скорее всего, бы этого не говорил. 19 января является днем памяти жертв геноцида уйгурского народа. 19 января
2021 года администрация Госдепартамента США в руководстве Майк Помпео заявил, что в этот день он признал, что на территории Восточного Туркестана, Китай называет его Синьцзянь, происходит геноцид уйгурского народа. Почему есть геноцид и есть этноцид? Первое – это экология. Это ядерный полигон Лабнор. Фактически 80% населения там умирают от онкологии. По всему Китаю Синьцзян-Уйгурский автономный район стоит по онкологии на первом месте. Вот это один из элементов геноцида. В городском доме дружбы состоялся круглый стол под названием «Женщина. Хранительница традиций, толерантности и дружбы между этносами», организованный Бастандыкским уйгурским этнокультурным центром города Алматы. Цель круглого стола – способствовать расширению знаний о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, формированию уважения к языку, культуре и истории современного Казахстана. В мероприятии приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители женских общественных организаций РУЭКЦ и ГУЭКЦ города Алматы, активисты филиалов Бастандыкского уйгурского этнокультурного центра микрорайона Алмагуль, Коктем, Алатау, Баганашил, выставка СМО-15 «Казахфильм Орбита», а также руководители женсоветов Алмалинского, Турксибского, Медеуского и Наурызбайского района. В ходе заседания участники обсудили ряд вопросов, касающихся реализации государственной программы и важнейшую составляющую поликультурного воспитания подрастающего поколения, предусматривающего приобщение к национальным духовным ценностям, к общечеловеческим знаниям, к единению культур, формирующим мировоззрение казахстанского общества. Атмосфера круглого стола была доброжелательной. Все участники мероприятия чувствовали себя заинтересованными в развитии свежих идей и решений, влияющих на все сферы гуманитарного взаимодействия и укрепления общего потенциала страны. В завершении работы круглого стола участники и гости мероприятия поздравили Исмаилову Гульджихру Ильясовну и выразили напутствие к вновь избранному председателю Женсовета БУЭКЦ города Алматы. В эти дни празднует свой 80-летний юбилей известный общественный деятель, предприниматель, меценат, заслуженный ветеран труда Вакас Абасович Мамединов. Вакас Ака из тех людей, кто всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся. И кроме того, он всегда активно поддерживает различного рода культурно-просветительские и образовательные мероприятия и долгосрочные проекты. Пользуясь случаем, редакция канала «Казахстан Уйгурлары» поздравляет уважаемого Вакас Абасовича с 80-летием. Желаем ему крепкого здоровья и успехов во всех делах. Sahasida javobgarligi yuqori rahbariy xizmatlarda жүрген Вакас Аббас o'g'li ota-onasidan singan odat bo'yicha atrofidagilarga yaxshilik tilab, qo'lidan keladigan yordamini qilib yashadi. Qozog'iston Jumhuriyati o'z mustaqilligini olgandan keyin davlat fuqarolari uchun jamiyatlik faoliyatga keng yo'l ochildi. Xalqimiz orasida jamiyatlik faoliyatni jonlantirish orqali milliy madaniyatimizni saqlab, avlodlarga yetkazish qatorliq izgu ishlarni amalga oshirg'ili bo'ladi. Shu maqsad bilan Qozog'iston Uyg'urlarining milliy assotsiatsiyasini qurish yo'lida Vaqas Abbas o'g'li ko'p kuch chiqadi. Bu jamiyatlik tashkilotning axborot organi retida axborot jurnali barliqqa keldi. Insonda yashash mantiqisi, hayot mazmuni bo'lmasa, ömür o'zining to'lqinlarida, iqimida elib ketaveradi. Hayot mazmunini xalqining mung ehtiyoji bilan yashab, uningga xizmat qilishdan topgan insonlarmi yo'q emas. Millatimizning vakillari itida Uyg'ur xalqining madaniyatini Yevropa xalqlariga tonishtirish uchun Uyg'ur uyini tashkillab namoyish qildi. Shundaqla Qarabura jamiyatlik fondining prezidenti Qural Erjanovning taklifi bilan Janubiy Qozog'iston viloyati So'zaq yesiga berib, kutumsiz qolgan Abdulaziz Qashqariyning maqbarasini qorshab, radga keltirish ishlarini qo'lga oldi. Yerlik xalqda Abdulaziz Qashqariyning Ahmad Yasaviyning qazonni yasaganligi haqida rivoyat etilib yurganini anglab, bu qazonni yasagan shaxs haqida ma'lumot yig'ib yurgan Vaqas Mamadinovda bu diyorga bo'lgan qiziqish texmi oshidi. So'zaqqa bo'lgan safarlardan keyin Vaqas Mamadinovning homiyligida 4 darvoza ichidagi tugmas sir deb atiladigan hujjatlik film Uyg'ur, Qozoq, Rus, ingliz tillarida yo'riq ko'rdi. Natijada jamoatchilik so'zaqliqlarning turmush tarzi Abdulaziz Qashqariy haqida ma'lumotlarga ega bo'ldi. Qozoq, Uyg'ur xalqining o'g'lonlari Vaqas Mamadinov bilan
Құрал Ержановның достлығының арқысыда, İpek yoludaki dostluk mavzusu bilen dügülek üstel etrafıda iki millet ziyallarının başıpkoş merasimi ötküzüldü. Cemiyet erbabı medeniyet şunas Murat Əvizov, akademik Abdüvəli Qaydarov, tarixçılar Munir Erzin, Hayrullah Gabjalilov qatarlıq köplügen ziyallılar qatnaşqan bu merasimda birligimizge dəş düşürdüğən hareketlerin jıraq buluş haqqıda alahida təkitlendi. Her qandaq şəxsinin жүріш-тұрышы, мәдениеті, білімі, әхлақы арқылы ətrafıdaki başqa qavmidiklərinin o təliq bulğan, millətki bulğan köz qarşı şəkilinidir. Şunlaşqa hər birimizdə aile aldıdaki cavabkərlikdən başqa cəmiyyət, millət aldıdaki cavabkərligimiz var. Macaristan Təbiət Muzeyinin ilmi tədqiqatçısı, antropolog, Macaristan Turan Fondu'nun təsisçisi Andraş Biro Jolta bilen milletimiz canköyeri Vaqas Məmmədiyevning özara dostluq münasibeti iki xalq arasındaki izgü işlağa körük bulmaqda. Özünün yıldızını, tegini Merkezi Aziyada dep biladigan Macar alimi Andraş Biro 2010 yıldan beri Türkiye xalqlarının vekillerini jığıp Macaristan'da 2 yılda bir qetim Hun Türkiye'lerinin kurultayını ötküzüp kelivatıdı. Macaristan hükümeti tarafından her taraflama qo'llab quvvatlashga ega bu qurultayga milletimiz vekillerinin iştirak qilishi üçün can köydirgen Vaqas Məmmədiyев 2010, 2012, 2014, 2016 yılları Uyghur delegatsiyasiga rəhbərlik qilib, milletimizin qidimi tarixi, medeniyeti, san'atidan darak beradigan Uyghur öyünü təşkilləb Avropalıqların qızğın qarşılayışığa erişkən idi. Bugünkü günlərdə xalqımız arasında yetilib çıxan köp qırlıq ziyalılarının biri Vaqas Abbasoğlu Məmmədiyев özünün 80 yaşlıq təvəllüdünü toyulmaqda. Vaqas Məmmədiyев köplügən muhtaç insanlarını yöləb, işsizlarını iş qorunlaşdırıb, hayatığı yöneliş verdi. Mədəniyyətimizə ait ötküzülgən köplügən fəaliyyətlərə mənəvi və maddi yardım göstərdi. Nəticələyən yaşlarımızın oxuş xəracətini töləb, Ali oxuş orunlarında oxutqından xəbər var. Ömrünün 80-ci davanını atılğan Vaqas Məmmədiyев zimməsidəki borcunu his qılğan, həm onu ada qılışqa anlıq həyatını sərib qılğan danlıq kişi. İmkaniyetni paydalanıp Қазақстан Uyghurları kanalı namıdan hürmetlik Vaqas Məmmədiyев hakkımızdan təvəllüdü bilen təbriklep, uzaq ömür ve müstəhkəm tən salametlik diləyimiz. А на этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой новости. Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz Moshunum bilan tamam. Efirde bo'lgan Қазақстан Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi samimiy xabarlar bizning kanalimizda.